Свою 70-ю зиму Сан Саныч встречает в бодром настроении и в хорошей физической форме. С крепкими якутскими морозами крымский парень подружился еще тогда, когда работал на строительстве плотины Ниренгринской ГРЭС. Январь 78-го выдался настолько холодным, что молодой экскаваторщик отморозил себе пальцы. Тогда градусник показывал все минус 65. Работаю без перчаток, там же мелкие эти детали есть, и прихватывает пальцы. И сейчас вот они мерзнут. Все, это работа такая. И меня пригнали, там понасыпали на снег, геологи пробурили на снегу. И пришлось это все убирать экскаватором, это породу. Ну и все, и вот я там работал. Приехал Сан Саныч в Якутию из крымской Феодосии в 1970 году. Сначала строил Максуколохи цементный завод, затем работал в Алдане и Чульмане, а дальше трудился в строительстве поселка Серебряный Бор. С его участием была возведена Ниренгринская ГРЭС. Еще вручили наградной знак первостроителю Якутии. Участник этой большой стройки. Строили Сербор, город строили. Вот это память. Сегодня семья Лысенко собралась почти в полном составе, и на повестку семейного совета был вынесен вопрос о подготовке к празднованию 50-летней годовщины свадьбы основателей династии. Старший внук Сергей, как человек, работающий в ресторане, взял на себя организацию торжества. На праздничном столе я предлагаю будет языковый салат, так, гурман, блондинка, ну из горячего шея, масляная рыба, ну гарнир, наверное, картошка, рис с овощами, ну и морса побольше, 10 литров взять. Встретились наши молодые ровно 51 год назад на танцах. Чульманская девушка Рая приглянулась Саше сразу. Худенькая. Маленькая, Худенькая. Ну, а там девчонки сколько, много было, ходили. И вот мы с ней там познакомились. Я спросил, где она живет. Она говорит, ну, около вас живет. Ну и все, проводил до дому, и все, и начались с ней. и заслал сватов. Да, сватов заслал. Смотрю, что-то какая-то в окошко толпа какая-то идет, то есть там мужики, там женщины. Я так это не поняла юмора, потом так глянула и своей подружке Наташке говорю, Наташа, а тебе не кажется, что это к нам идут? Она говорит, не знаю. Стучатся в дверь, заходят. Заходит Сан Саныч, значит, заходит его бригадир, еще там ребята, с которыми он работал, соседка, тетя Клава, еще там, не помню, какая-то женщина была. И вот он стоит, в руках у него была шапка, вот так шапку мнет. Сидит моя мама, папка. И, значит, он обратился к Людмиле Сергеевне, маму мою так звали. Ну, что я прошу руки вашей дочери. Ну, мама так это посмотрела, говорит, а не рано? Он говорит, да нет, не рано. Ну, моя мама говорит, ну, мы подумаем. Отец у меня очень строгий был. Он так, потом ну, сели там за стол накрыли, все. То есть сватать пришли капитально. Родители Раисы, подумав, дали согласие, и через некоторое время молодые сыграли свадьбу. Так родилась семья Лысенко. А через 4 года у них появился сын Андрей. Жили молодые в маленькой комнате общаги. Глава семейства тогда работал на строительстве поселка Серебряный Бор. Здесь ничего не было. Мы ездили с Чульмана, или пока со старого города ездили, потом с Чульмана ездили на стройку. Потом начали уже люди приезжать и начали уже строить. Начали дома строить. И мы вот построили первый брусовой, и нам дали квартиру. В 1977 году здесь дали квартиру.
В скором времени молодую маму попросили выйти на работу. Так начались трудовые будни в торговле, которой Раиса посвятила много лет. Нужно было мужчинам выдавать под список, там это не торговлю, под список выдавать, котлопункт назывался. Значит, там сигареты, там какие-то продукты питания, хлеб, молоко там. Молоко привозили с Чульмана. И вот я часа 2 работаю утром, часа 2 вечером. Население у нас было в Серебряном в то время 14 тысяч. Я начинала работать младшим продавцом, который магазин открыли продовольственный. Мы продавали мясо с 5 часов, допустим, магазины работали до 10 вечера, потому что рабочих было очень много. И мы умудрялись продавать за вечер около 3 тонн мяса. На 2 весах работали. Овощи возили мы, по первости возили с города, со старого. Там склады были, все получали оттуда, с города возили, со старого города. С Ледников возили, отовсюду. Было интересно работать. Молодая семья всегда была окружена вниманием и заботой родителей Раисы. Александр, воспитывавшийся с 2 лет в детдоме, нашел в лице тещи свою маму. Золотой человек был, отличный. Вот мне жалко было, когда она умерла. Мы с ней душа в душу жили. Вот все, да? Ну, отец вредноватый был, конечно. Да, Он очень строгий был. Он очень строгий был отец. Теща прекрасная. Редко так попадает. Несмотря на свой возраст, Раиса Васильевна до сих пор работает. С началом перестройки она ушла в свободное плавание и занялась коммерцией, как индивидуальный предприниматель. А последние 4 года она трудится в сфере строительства, заведует базой стройматериалов. Когда мне нужно заказать какие-нибудь стройматериалы, я ищу поставщиков оптовых поставщиков и заказываю. Потом через транспортную компанию оплачиваем, через транспортную компанию я получаю это все. И если нужно, то сразу выдаю. То есть логистика, все, закупка, это все на вас? Все это на мне. В данный момент это на мне. Бухгалтерия на мне. Ну вот как-то так. Раиса Васильевна гордится, что с ее участием в Серебряном Бару было возведено 11 новых домов. Значит, летом вот в этот подъезд приезжал Николаев Айсен Сергеевич. Ему очень понравились наши квартиры. Дома еще не в таком состоянии были, как сейчас, но мы их достроили. Вот такая красота в нашем поселке. Памятник при жизни. Буду ходить и смотреть. Наш директор так с любовью отзывается о своей бабушке-внук и искренне восхищается ее деловыми качествами. Смотреть все на 4, на 5, на 10 шагов вперед. То есть всегда наперед смотреть, продумывать каждый шаг. То есть, я не знаю, как рыба в воде, то есть всегда по жизни идти. Справедливая, серьезная всегда, добрая, отзывчивая, всегда поможет. Так же, как и дедушка, он добрый, он не такой серьезный, но добрый. И всегда как-то что-то делает, всегда в движении, он не сидит никогда. Выросший под крылом бабушки и дедушки Сергей считает их семью примером. И, возможно, старший внук тоже знает рецепт их долгой и счастливой семейной жизни. Взаимопонимание, доверие. То есть, и уважение самое главное. То, что у них всегда они уважают друг друга. То есть, даже если там бывают редкие случаи, когда ругаются, все равно уважение видно, то, что не переходят границы, можно так сказать. То, наверное, самое главное такое. Сан Саныч тоже не засиживается на заслуженном отдыхе. Дом, хозяйство и зимний сад на нем. Сад, кстати, он вырастил собственноручно. В Новом Афоне отдыхал. И там увидел пальму, 2 обхвата, здоровая стояла. А под ней были семечки. Это финские, как он? Финики. Я подобрал, привез, посадил.
что-то долго не росли. Потом смотрю, пошли. И все. И я начал за ними ухаживать, и они уже 35 лет, я за ними все ухаживаю. Мне один цветок, вот китайский, он вырастает один, но у него 16, вот он один вырос, и от него бутоны, 16 цветков на одном этом. И они тоненькие, ажурные такие, красивые. Ну, тоже недельку постояли, и тоже вот это мне нравится, вот эти цветы. Для души. Вот когда есть, вот сюда зайдешь, посмотришь на зелень, и так красиво, и самому это радостно. Потому что снег на улице, а здесь зелень. Когда Чите Лысенко был задан вопрос, в чем же секрет такого долгого и крепкого союза, прозвучал такой ответ. В моем характере. А какой он у вас Спокойный. Спокойный. Ну, бывает, что поругаемся. Ну, где нету. А так, все хорошо. То есть благодаря вашему характеру Да. у вас такой долгий союз? Вы Да. согласны, Раиса Васильевна? У него характер, знаете, вот, ну, что он хоть тут себя и хвалит, но Чё? у него характер, вы знаете, ну не фонтан. Это нужно, ну просто, знаете, вот я иногда думаю, слышу, а как это у меня терпения хватает с ним разговаривать, ага. Ну, он человек, ну, как вам сказать, покладистый. Ты наговоришь. Да. А у тебя характер хороший. Очень. А, Уважать друг друга и уступать друг другу. Прав ты, не прав, ну как-то сядьте, поговорите, договоритесь. Вы думаете, мы Да, что ли это- идеальны? Мы тоже не идеальны. У меня вообще вспыльчивый характер, он об этом прекрасно знает. Поэтому он пытается как-то все разрулить, не доводить до такого, что переругаешься на 1000 рядов. Это мелочи, ничего. понимаете, это мелочи, их надо, эти мелочи просто, ну, иногда не замечать, в амбиции не впадать. Сел, поговорил, ну, прав ты, не прав, ну, ну он да. бывает неправ, но я ему как-то на повышенных тонах пытаюсь объяснить, он не понимает. Сели, объяснили, понял. Как-то так. В своей золотой свадьбе у Раисы и Александра Лысенко есть уже 3 внуков, младшего из которых им подарила невестка Валентина. Спасибо им за сына, что родили, воспитали таким, каким он есть. Характер их родительский, да, стойкий, добрый, отзывчивый, веселые люди. Спасибо им большое, что соединила нас судьба с ним. Сын Андрей вспоминает, как его маленьким папа всегда брал с собой на работу Нерюнгринский разрез. Именно там зародилась его любовь к технике. Сын решил пойти по стопам отца и тоже стал экскаваторщиком. А сейчас Андрей Александрович работает сам на себя. Занимаемся земляными работами. Вот сейчас приобрели погрузчик, ну, как бы БУ, ну, стараемся, восстанавливаем. Хотим за зиму все сделать для того, чтобы приступить летом к работам. Может, еще и успеем в зимний период. Ну, то есть... А что за машина, какая мощность? Называется ZL50 XCMG. Китайский погрузчик. Ну, на новый денег не хватает. Ну, пока взяли такой. Дай бог, может, получится, когда-то новый возьмем. Ну, сейчас пытаемся, вот. Все равно делать надо. Ну, хотим, чтобы как бы развиться хоть чуть-чуть. У меня до этого был экскаватор, ну, тоже старенький. Вот, как бы в этом году его продал. Решил такую технику взять. Тоже занимаемся в Серебряном Бору. В том году занимались рекультивацией домов, вывозкой мусора. То есть, ну,
потихоньку получалось. Ну, сейчас посмотрим. Планы, то есть грандиозные, но как оно получится, еще это неизвестно. Ирина знакома с семьей Лысенко больше 10 лет. Поликлиника, где она работает, находится недалеко от их дома. Она настоящая верная подруга и семейный доктор в одном лице. Прихожу в дом, ощущаю теплоту, доброту, то, что приглашают к столу, чай попить. Я как медик помогаю, прихожу, ставлю уколы, капельницы прокапываю, выписываю рецепты им, живут, дружат, как говорится, вместе, друг другу уступают, никогда не ругаются, помогают где-то что-то друг другу. Добрый день, гости! В жизни человека есть много праздников, но сегодня праздник особенный. Сегодня отмечает свою золотую свадьбу семья Лысенко. Уважаемый Александр Александрович, Раиса Васильевна, мы так рады приветствовать вас и ваших близких. 4 ноября 1971 года, 50 лет назад, вы стали мужем и женой. В этот день был скреплен подписями ваш семейный союз. И сейчас наступает такой торжественный момент, торжественная минута. Дорогие мои юбиляры, я хочу вас пригласить и поставить роспись, как 50 лет назад. Вот напротив своей отчества. Александр Александрович, вот. Поздравьте друг друга золотым поцелуем. Сейчас я предлагаю вам сделать фото на память. Уважаемые юбиляры, Александр Александрович, Раиса Васильевна, от всей души поздравляю вас не только как глава, а просто как человек Чульмана, как коренной тоже житель Чульмаса. Поздравить наших коренных чульмасов с такой знаменательной датой. 50 лет вы прожили вместе, рука об руку, в счастливом браке, в золотом веке прожить в прекрасном золотом поселке. Всего вам доброго. Огромное вам спасибо за вашу преданность друг другу, за вашу преданность нашему поселку. Добрых лет жизни и, самое главное, здоровья, здоровья и здоровья. Всего вам самого доброго, хорошего. Ну и цветы молодой невесте. Приветственный адрес вам. Спасибо. Почитайте. Спасибо. Всего самого доброго. Вы знаете, я очень довольна, я не ожидала, честно признаться, такого, что нас помнят. Прошло уже много времени, 50 лет, оказывается, нас помнят. Спасибо большое. Вспомните, как это было 50 лет назад. Как вчера было же, да? Да, значит, в то время не было, легковых автомобилей практически не было. Чульман был маленький, и, в общем-то, одеться-то мы оделись, а сидим, я в платье, там, в фате, не на чем, пешком идти, то есть нет смысла. И тогда у нас сосед работал в милиции, он говорит, сейчас договоримся, и договорился. И нас скорая, помню, такая была, знаете, вот такая старого образца скорая. Они нас привезли сюда, вот здесь стояло здание на 2-м этаже. Мы зашли, расписались, и нас забрали назад. Привезли назад домой, на скорой помощи. Ускоренно вас поженили, да? Да, ускоренно поженили. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, букет подобрать. У родителей юбилей, золотая свадьба. Смотрите, я вам могу посоветовать букетик за 4000. Там хризантемка, розочка, он очень нежный, и цветочки все достаточно долго стоят. И лилия там присутствует, если ваша мама любит. Мне больше вот такой вот нравится, с розочками, да?
Да. Ну, родители это все. Они жизнь мне дали. Ну, как бы, ну, это, ну, одним словом сказано, что все. Для меня родители это все. Меня воспитывали в ласке, в любви. Как бы никогда ни в чем не нуждался. Ну, иногда строго родители относились, конечно. Что и школа была, и на улице хулиганили. Ну, а так, родителей люблю, уважаю. Родители у меня, ну, я не слышал при мне, они никогда не ругались. Ну, что-то, может, когда-то и было там, ну, не на повышенных тонах, всякое в семье бывает. Я привык к нормальному общению. То есть всегда спокойно, уважительно. И к маме, и к папе, и, в принципе, к жене, к своей я тоже отношусь уважительно. Такого не бывает, чтобы я сорвался или как-то там кричал, или еще что-то. В связи с пандемией на регистрацию брака сейчас приглашают только самих молодых. Да и с работой совсем времени нет, говорит Андрей. Но не поздравить своих стариков со знаменательной датой он просто не мог. Мама, папа, поздравляю вас с 50-летним юбилеем. Спасибо. Да, что меня вырастили. Да, здоровья вам. И это самое главное, да, здоровье. Ну и спасибо за то, что меня, как говорится, воспитали. Обалдуем не вырос. Приходя в родительский дом, сколько бы тебе ни было лет, ты всегда превращаешься в ребенка. Это место, где тебя всегда ждут, выслушают и поддержат. Ценность тепла родительского дома приходит с возрастом. И это не сам дом, а люди, которые живут в нем и создают такую атмосферу и уют. Ну, я, да, благодарен родителям за счастливое детство, советское. Как бы оно было не такое, как сейчас у детей. У нас все было по-другому. Походы, лес. В юношестве мотоциклы, как бы с детства увлечение было. Ну, это здесь в поселке у всех такое, наверное, было. Вспоминаю иногда, как ходил в школу, да, в фуфайке, в валенках. Сейчас детей так не оденешь уже. Шапка кроличья родители купят, и вот на год, на два там хватало ее. Там папа фуфайку даст с работы. Там еще на фуфайке что-нибудь, там какие-нибудь дети напишешь. Помню, то Адидас писали, то еще что-нибудь. Было у нас такое. Южная Якутия для наших героев стала общей родиной, где они свили свое гнездо, родили сына, построили большой дом, воспитывают внуков. Здесь они состоялись как люди и как семья, а суровый северный край стал местом появления новой дружной династии. Я встретила такого хорошего человека. Мы всего добились сами. Мы построили этот дом, мы добились всего сами. Поэтому есть что вспомнить. Дай Бог еще бы прожить лет 20. Быть на своих ногах и при своей памяти. Вот я страшно этого хочу.